День почерка или ручного пера – праздник незаметный, но важный. Он был учрежден в 1977 году, а за 40 лет до этого, 23 января, родился Джон Хэнкок, первый в истории человек, который поставил свою подпись под Декларацией независимости Америки. Отсюда и дата праздника. Немного истории. Первым средством для письма было гусиное перо. Оно появилось в 8 веке в Европе. Правши пользовались пером левого крыла, левши – правого. Таковы правила пропорций. Позже появились шариковые ручки, а на смену им и гаджеты. Такова эволюция письма. Школа – одно из немногих мест, где по-прежнему все пишется от руки, а красиво писать детей учат с 1 класса. В основном перо легче поддается девочкам. Среди них и красиво пишущих больше, как и отличников. Помогает сконцентрировать внимание, собраться с мыслями, и каждый раз при открывании тетради мне доставляет радость и моральное удовлетворение. Любые праздники я дарю своим родным и близким открытки, а открытки, подписанные красивым почерком, нравятся людям. Также мой красивый почерк нравится моему учителю и мне самой. Человеческий почерк зависит от многих факторов. Он определяет психологическое состояние человека. По почерку знающие люди могут определить пол, возраст, особенности характера, профессиональную принадлежность. Многие знают, что почерк врачей могут разобрать лишь коллеги или фармацевты. Но это профессиональная особенность. Студенты-медики так много пишут на лекциях, что о почерке думать некогда. В интернете есть даже онлайн-переводчик врачебных назначений. Но это больше исключение из правил. Могу сказать, что вот 7 детям, которым я веду на данный момент, вот в классе, половина класса пишут красиво. И я заметила, что эти дети получают моральное удовлетворение от того, что они пишут красиво. И у таких детей бывает меньше ошибок, ляпов в тексте. То есть они, понимая, что они пишут, сконцентрированы на том тексте, который пишут, и допускают меньше ошибок. Мне кажется, при сдаче ЕГЭ именно, потому что это следующая ступень, чтобы перейти уже в университет, им это знание красивого почерка и умение писать красиво понадобится. Изучение особенностей почерка активно используется в криминалистике. Это помогает сотрудникам правоохранительных органов установить подлинность ценных бумаг, искать злоумышленников. Почерк, как и отпечатки пальцев, у каждого человека свой. Он может быть похож на почерк другого, но найдется какая-нибудь отличительная деталь. Протяженность движений вот, увеличена у буквы «Д», и здесь она увеличена. Да? Вот это вот и есть уже работа с самим объектом. В современном мире красиво писать уже не так ценится, как в былые времена писем и поэм. Вся переписка проходит при помощи гаджетов, а там почерк подбирает устройство. Удобно, но не оригинально. Иногда бывает такое, что нужно написать какое-то важное письмо, например. Письма уже не пишут, конечно, но на праздник мы вот с близкими, у нас есть такая традиция, что к подарку обязательно докладываем небольшое послание, письмо, обычно и с девочками, с которыми мы работаем и так далее. И, конечно, бывает приятно, когда вот мы понимаем, что в эти слова вкладывается душа человека. Можно это напечатать, но компьютерные печатные буквы все равно, мне кажется, не передают наши чувства так хорошо, как это делает ручное письмо. Тем временем многие учителя за то, чтобы вернуть урок чистописания в школы. Ведь красивый почерк не только признак хорошо говорящего, но и думающего человека. Муслим Ганиев, Мухаммед Шаухалов. Новости 24.